Новую мечеть открыли в селении Псидах. Она носит имя имама Аш-Шафи и рассчитана на 3000 прихожан. Мечеть строилась с 2015 года на пожертвования жителей республики. Содействие в строительстве оказали глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов и президент группы «Сафмар» Микаил Гуцериев. О торжественном открытии мечети репортаж Адама Мережкова. Этот день ознаменовался большим праздничным событием в Ингушетии. Еще один дом Аллаха на ингушской земле открывается теперь уже в сельском поселении Псидах. Радость прихожан, местных и жителей всей республики, присутствующих на открытии мечети. Богословы, в том числе и из соседних республик, уважаемые старейшины, молодежь и дети воздают хвалу Всевышнему. Ведь, наконец, завершилось строительство храма, которое тянулось с 2015 года. В финансировании строительства по-настоящему народной мечети приняли участие жители села и всей республики. В период распространения ковида работы были приостановлены. Затем строительство вновь возобновилось новой силой. Оставалось найти средства для решения ключевых вопросов по благоустройству мечети. В ходе инспекционной поездки в Малгобекский район к главе республики обратились жители Псидаха с просьбой посодействовать в возведении мечети. نوبس دوري كون موتي عيوري وشو خلور وخايان انشو تعه وي مخ دق ناقه يعني وكمن وش قلتلي يا سوار بكو ميكالك مخ داس انا تشيني برت ثاني ديال قريتمس الحمد لله يخوز فوس محمد علي وز ايش در حكيش دي ويوت مو سق ويوت حاش ومواق وسق والله بص بسك حشوين شو تاع خوز لامز دي خوز حتى يت موت بركه خني يرخذني وي برت خلديس. Президент группы «Сафмар» Микаил Гуцериев известен особенно трепетным отношением к объектам духовного значения. Масштабные работы по реконструкции мусульманских и православных кладбищ, продолжающиеся с прошлого года и по сей день, тому подтверждение. Благодаря договоренности руководителя субъекта и Микаила Саварбековича, новая мечеть в Псидахе, которая носит имя имама Аш-Шафи, также не стала исключением. Махмуд Али Макшарипович обратился к Микаилу Саварбековичу Гуцериеву. Микаил Саварбекович дал распоряжение приехать посмотреть, какая помощь нужна, здесь какие работы необходимо сделать. Мы выехали сюда, взяли с собой специалистов. Нужно было полностью благоустроить территорию. Не было кондиционирования внутри. Нужно было деревом отбить стены полностью. Мимбар нужно было сделать. Также необходимо было сделать освещение. Построили, как вы видите, котельные, дома для хранения инвентаря построили. Мы полностью асфальтировали площадку, стоянку сделали, благоустройство, брусчатку положили. То есть провели большие работы. Красота внутреннего убранства мечети сразу восхищает. Сама атмосфера, царящая в этих стенах, действительно непередаваемая. Очевидно, что в строительство мечети вложили не только средства, но и душу. Здание в 2 этажа, не считая цокольного, украсило собой площадь около 2 гектаров в самом центре Псидаха. По проекту высота мечети достигает 36 метров, минареты которой виднеются со всех уголков Псидаха. Население на сегодняшний день села 7200 человек. У нас на территории муниципалитета одна центральная соборная мечеть вместимостью более 400 человек. И переизбыток уже был давно, уже необходимость была строительства новой мечети уже как минимум 10 лет назад. Махмуд Али Макшарипович откликнулся на 3-й же день. Представители Микаила Саварбековича Гуцериева приехали, полностью осмотрели территорию, составили сметную документацию. Уже через неделю работы начались, и буквально в течение месяца-полтора все работы были завершены. В связи с этим хотел бы выразить свою благодарность от всех жителей села, главе нашей республики Махмуду Али Макшариповичу, президенту Сафмар группы Микаилу Саварбековичу. Богословы напоминают переданные до наших дней хадисы. Кто построит мечеть, тому Аллах построит дом в раю. Тратить свои средства, силы и время на строительство мечети – большое благо и огромный вклад в вечную жизнь. Непрерывная милостыня или садака джария, когда награда не перестает нисходить к усопшему даже после смерти. Жители Псидаха выражают благодарность всем, кто принял участие в этом деле.
مثلا بركل بوخ شدته مثلا ليلو شتيك ليلو وقتك دال شيء ده لقابل ده يصير تاك اشتدي هنا ويمك ده جاء اشتغلتري ميكا اللي جاء اشتقبلت يتصدينا اشتعتن جاء بومش يعني رو اشتبلغ استرويستو يو ارهيال تاك تعال نزل ميدليتنا فون وبروسن اتويتيتنا شو تون دوق داق الاسنا اشتل ميكا اللي هنا يوزع اشتحش ولش اشتعت او دوق خذو قلت هنا تون ميكا الجوتسا جوتسا يا بتشع جوتسا جوتسا تايجر مسو يتصرخ تايجر تنا دق بطل بو ديل ريس خيلتون شاليلوش تخمنا دا سو وقت إذا وقت إذا وقت نيت ميلدوش وسق وقت ويجي تحتنقون عبويلا تني وشل ديش تنهونشي خيل ريلش بولشان مثلا ديل ريس خيل تكشلش تادينا تون شامل دوش تخم إني ميلتال شامل دوش تخم تون عادي ننسال. Богословы молят Всевышнего укрепить братство мусульман, объединить сердца посредством любви к нему. Жители Псидаха, это ингуши и чеченцы, являются достойным примером единства уммы мусульман. جينا زوم احنا اشتغلنا قاعدين شوف حل الله الدنيا يبقى حل اشتوي видео مخدالر болд. Пока одна группа молодежи впитывает знания и мудрость от наших уважаемых старейшин, другая занята разделыванием жертвенного скота. Неподалеку установлены и несколько казанов для угощения всех собравшихся. На цокольном этаже накрыли столы. Не приобщившись к сава, по вайнавской традиции никого не отпускают. Мечеть, как объект духовного значения, служит бесценным объединяющим местом для мусульман. Это известный и неоспоримый факт, в котором верующие могли убедиться еще 14 веков назад. Как известно, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, когда совершил хиджу из Мекки в Медину, первым делом построил мечеть. Почему он не построил себе дом? Дело в том, что мечеть – это место, где люди совершают пятикратный намаз в коллективе. Более того, когда все люди, и богатые, и бедные, и сильные, и слабые, встают в один ряд для поклонения своему Господу, усиливается чувство сострадания и единства. Мечеть в этом плане носит мощный социальный характер, способствующий укреплению уз братства. Адам Миришкул, Беляль Ахильгов, Ахмед Хашигульгов, Магаз 24.